Сегодня, наблюдая за поведением и настроением аварского общества, мы видим, что сознание нашего аварского народа уже давно одурманено. И именно поэтому все так и происходит, как оно есть сейчас. В то же время, подавляющая часть аварского общества желает каких бы то ни было, более или менее позитивных изменений в республике в целом и для аварского народа в частности. Однако, этой части общества следует понять, что ничего не будет меняться, по крайней мере до тех пор, пока сознание аварской нации не поменяется. Следует понимать, что коллективное сознание авар сегодня контролируется чуждыми для аварской нации элементами. Задача деколонизации аварского национального самосознания является сегодня первоочередной задачей. Это вопрос бытия. Либо у нас возобладает суверенная мысль, либо нас не будет вообще. Когда у аварского народа все мысли и думы завязаны на дагестанизм, то все аварское исчезает. Я мыслю, значит я существую. Мои мысли и есть я. Все остальное вытекает из данного постулата. Прежде чем освободиться физически от какой-либо зависимости, сначала необходимо освободиться от зависимости мысленной. Поэтому всем аварским патриотам необходимо завязывать свое сознание и свое мышление на аваризм и приучать этому окружающих. Есть Аваристан, нет Дагестана. Есть Дагестан, нет Аваристана и аварской нации. Так называемая общность и единство народов Дагестана, которое искусственно навязано нам, и дальше продолжает навязываться, как нечто нормальное и обычное, на самом деле является ничем иным, как методом порабощения самосознания аварского народа и контроля над ним. Дин жака заман алланчи заипа бугу. Хапqoyl da ants'la unqos xunall Allah heç'i hukumatki uts'un nikher xalq aldagi tsugidazde koçombo rots masalakhle imamat bachlobo цебе ама имаматал ги развязата бура гражданская война роц добох палабу сенги жака дуцого аблебу масалайла Мухаммад ибн Абдул Вахаб ила жухутац уцани цугидац аблебу англичанац уцани жодорго арабац аблебуго дурас хаудус кара цухучис жил уцичен هو سنجي هل هاو داغستان او دواج اللي اورغا سونا случае сцен абулибуго هو кудио алимчи уканин Анчи тут абулибу религия или объединение. Да, она была объединяющим фактором на начальном этапе арабского общества. Арабское общество было в тяжелом положении, но да, у них были какие-то обычаи вроде захоронения там новорожденных девочек там и так далее какие-то. Но в целом та ситуация, которая была между арабами, это внутри одного народа, конфликты, распри, они соответствовали и соответствуют всем другим народам. Через короткий промежуток времени арабы возвратились к тому же ремеслу, чем они занимались всю свою историю. Только теперь идеологически они занимались этим. Теперь у них была идеология, чтобы этим заниматься. Вспомним Мусайлиму, уже пророка, который был сахабом пророка. Но что, какая гражданская война между арабами уже шла. Она была уже ознаменована религиозными факторами. С одной стороны, были те последователи пророка Мухаммада, мусульмане, но с другой стороны, то ведь тоже эти же самые арабы были, но уже последователи лжепророка Мусейлима. Но за ним тоже посмотри, какое огромное количество людей было. Это была гражданская война в арабском социуме. Да, в итоге победила партия пророка Мухаммада.
и так далее. Но буквально через некоторое время, пройдя через все эти испытания и через все эти уроки жизненные, которые происходили прямо перед их глазами и взором, прямо перед их сознанием, уже через некоторое время после смерти пророка, саллаллаху та'аля алейхи вассалям, мусульмане, сахабы сразились в битвах, скрестив мечи между собой. Они скрестили мечи между собой во имя религии. Каждая из сторон считала, что они правы, и брала религию за основу. Где же здесь был объединяющий фактор? Объединяющий фактор был забыт уже тогда, 1500 лет назад. И в 19 веке тоже. И в 20 веке тоже, когда одни мусульмане убивали других мусульман, обесчещивали, отнимали их имущество, в то время, когда в Коране Аллах говорит, что «Я запретил для вас кровь мусульман, запретил вам попрание их чести и запретил вам их имущество». Можно сколько угодно говорить о высоких материях, если человек другой, да, затронул другого человека, незамеченным это не останется. Ну вот они строили на основе безбожия там и так далее, коммунизм. До этого царская империя там пришла, да. Вот одни убивали одних, других, потом отнимали имущество. Но вот теперь кончилось это время. Вроде бы все мусульмане, все сознательные, типа, да, но их ислам заканчивается там, где начинаются их материальные интересы. Одни заняли земли других мусульман, наживаются на отнятом имуществе, клянутся именем Всевышнего, что это ихний кусок земли. И не иначе не хотят признавать очевидные факты. О каком исламе с их стороны может быть идти речь вообще, когда Аллах в Коране говорит, что тот человек, который мискаля харам зара поедает, он не принимает его религию и не принимает его благие деяния. А у насрания и у иудеев он принимает благие деяния, и они служат им для уменьшения их наказания в аду, степени наказания. А те мусульмане, которые мискаля зарра — это частичка размером с горчичное зернышко, еле различимое глазом, мелкая песчинка, пылинка. Кто поедает чужое имущество не по праву, его религия, Аллах не примет Аллах его религию. И благодеяние, и он явится перед Всевышним опустошенным. Что Аллах в Коране для кого это сказал? Или же для некоторых групп мусульман является очевидным тот фактор, что религией можно манипулировать так, как им угодно. Можно убивать людей, целые рода, и говорить, это для блага религии? Нет, нет такого в религии, чтобы убивать детей, женщин, отнимать их имущество. А те, которые это говорят, что это в религии есть, они те, которые принесли грязная бит'a в религию. Как вы хотите, вот я бы хотел вот услышать от вас модель на основе религии, что вы вот здесь в нынешних условиях создали какое-то общество. Вон там наши соседи, что чеченцы, что кумыки, что азера, что даргинцы, лакцы, лезгины эти, кюринцы. Они все говорят, что они тоже мусульмане. Но посмотрите на ту ненависть, которая исходит из них,
в ихних группах зайдите, посмотрите, просто поприсутствуйте там. И когда вы увидите, что в этих группах сидят не 200-300, как вы говорите, националистов, а их десятки тысяч, и 99% их комментариев, они идут вразрез с исламским учением, и они идут поддерживающими ту грязь, что они льют на аварский народ. О каком исламе там может вообще речь идти? Но при этом они доказывают, что они мусульмане. Но никто не видит ихнего национализма. А если авары говорят о своем национальном «я», сразу же начинается: мы не те, мы то, мы пятое, мы десятое. Что, мы, авары, должны умирать за интересы всех турков, арабов и всех прочих, что ли? Или арабы нам помогают, у арабов есть национальное государство, у турков есть, и у других народов имеются свои национальные государства. Что они нам помогают воссоздать нашу государственность? Через призму религии они нам помогают воссоздать нашу государственность? Нет. Их эмиссары желают здесь только одного — продвижения их интересов, а не продвижения наших национальных интересов. Мы от религии не отходим никакой, ни на йоту. Более того, мы как раз таки религию тоже ставим на достойный уровень. Но в России, будучи находясь в составе Российской Федерации, никогда никто не сможет построить наше общество на основе религии. А выход также из Российской Федерации в данное время чреват для нас крайне, самой крайней степени опасными последствиями. Потому что государства, которые вокруг нас, у них был исторический рубеж создания своего национального «я». Мы же в этом очень далеко отстали, даже рядом с наших соседей, даже не то что от чеченцев, даже от калмыков мы отстали.